Февраль 44-го. Десятки тысяч ингушей были обвинены в измене и отправлены в Среднюю Азию. Многие погибали, не переносили непростую дорогу, каторжный труд, непривычный климат. Холода стояли суровые. Фатима Ужахова, она рассказывала, что она училась в 9 классе, когда ее мать посадили за то, что она без разрешения покинула границы своего проживания. То есть она кому-то помогала перевести вещи и уехала в соседнее село, получается. И из-за этого ее посадили на 5 лет. Вот такие вот суровые законы у них были для спецпереселенцев. Автор работ – московский фотограф Дмитрий Беляков. Каждый из тех, кого он запечатлел на фото, поделился своими историями из депортации. Не было проклятий в адрес тех, кто искалечил им жизнь. Лишь достоинство, смирение и покорность воле Всевышнего, говорил Беляков. И если посмотреть на этих людей, буквально вся эта боль отражается в их глазах. У них у всех очень грустные лица. Но несмотря ни на что, несмотря на долгих 13 лет в изгнании, эти люди с достоинством перенесли все испытания, которые легли на их плечи. После 1957 года люди начали возвращаться на родину. В этот период был издан указ Президиума Верховного Совета Советского Союза о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Все они выживали на чужих землях, без возможности увидеть родные. Это по-настоящему мужественные люди, которые смогли не просто выжить, но и начать свою жизнь с нуля, дома, вместе с родными. Гайтаки Взяудин рассказывал, что самое страшное для него за все время его службы – это когда его отчислили с передовой. На фронте он был с 19 лет, и когда поступил приказ об отчислении из действующей армии лиц ингушской национальности, он изменил свое имя и отчество на Николай Дмитриевич, чтобы продолжить свою службу до победного конца. В этом же зале сейчас работает выставка, посвященная Бунхо Базоркину, первому генералу из числа ингушей. Экспозиция организована к 195-летию со дня рождения выдающегося ингуша. Базоркин Бунхо Байсагурович – это выдающийся военный деятель XIX века, генерал-майор русской императорской армии. Родился он в 1830 году в селении Базоркино, происходил из семьи военного. Его жизнь – это пример личного мужества, воинской доблести и преданности присяге. Он участвовал в крупнейших военных конфликтах своего времени, Кавказской и русско-турецкой войнах, где он себя проявил как отважный офицер и талантливый командир. Особое место в его биографии занимает командование ингушским дивизионом в боях против турецкой армии. Также за храбрость он был удостоен множества боевых орденов и медалей. В 1904 году ему был присвоен чин генерал-майора. Это высокая честь, особенно для уроженца Терской области. После службы он вернулся на родину, где и завершил свой жизненный путь в 1906 году. Выставка, посвященная генерал-майору русской императорской армии Бунхо Базоркину, продлится до 31 июля. В Музее мемориального комплекса экспозиции, посвященные важным датам и великим представителям ингушского народа, организуются регулярно. Марьям Акиева, Султан Булгучев, Магаз 24.